Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы расскажем вам о деятельности профсоюза работников образования и ответим на все ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. 9-й съезд Федерации независимых профсоюзов России в Сочи. Президент страны оценил работу российских профсоюзов. В гостях у Дома детского творчества Ленинского района. Как работает первичная организация творческого коллектива. Встреча председателя Совета при главе республики по развитию гражданского общества со штатными работниками и председателями первичных организаций профсоюза образования. В начале февраля в Сочи прошел 9-й съезд Федерации независимых профсоюзов России. Его делегатами стали более 700 представителей от всех отраслевых профсоюзов Российской Федерации, в том числе представители Совета профсоюзов Чеченской Республики во главе с его председателем Хусейном Салтагиреевым. От Чеченской организации Общероссийского профсоюза образования и науки в работе съезда принял участие ее председатель Хизир Гирзелиев. С отчетным докладом перед собравшимися выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. С еще большим интересом делегаты выслушали, конечно же, выступление президента Российской Федерации Владимира Путина, принявшего участие в работе форума. Я очень рад возможности поприветствовать делегатов и гостей съезда Федерации независимых профсоюзов России. Подчеркну большую роль ФНПР как надежного партнера государства в обеспечении социальных гарантий трудящихся. С вашим участием обсуждаются проекты нормативных правовых актов, подготовленных Минтрудом России и другими ведомствами. Представители профсоюзов всегда отличали заинтересованное, неравнодушное отношение к делу. Подчеркну, что государство будет и дальше поддерживать профсоюзы в исполнении вашей главной миссии – защите трудовых прав граждан России. Государство, профсоюзы и работодатели должны действовать солидарно. Только тогда обязательно выполним все намеченное. Сегодня на делегатов большое впечатление произвело выступление Путина. Владимир Владимирович, он, в частности, очень высоко оценил деятельность профсоюза на современном этапе, указал его роль в работе общероссийской трехсторонней комиссии в защите социально-экономических прав трудящихся. Ну и он пожелал, кстати, Путин говорил, что хорошо, конечно, что на уровне, так сказать, России, на макроуровне в Москве работает трехсторонняя комиссия, и здесь профсоюзная сторона и сам лично Михаил Викторович Шмаков, как председатель профсоюза, принимает непосредственно активное участие в деятельности комиссии. Желательно было бы, чтобы также активно и на местах, в территориях работали эти трехсторонние комиссии, поскольку во многом сейчас ситуация складывается так, что решение всех социальных проблем будет складываться от того, как развивается регион. Президент страны призвал всех собравшихся объединиться для решения проблем, возникающих на фоне непростой ситуации в мировой политике. Профсоюзам надо проявлять активность и вносить свои предложения в антикризисные планы, которые сейчас формируются в регионах. И именно кропотливая совместная работа государства, бизнеса, профсоюзов нужна для того, чтобы одолеть сегодняшние непростые времена. Путин дал ответы на ряд вопросов, которые ставились на съезде. В частности, он сказал, что не стоит слишком обострять ситуацию, что у России достаточно внутреннего потенциала и сил, чтобы исправиться. И самое главное, если мы будем все вместе, профсоюзы, государство и работодатели, вместе работать над решением тех задач, которые перед нами стоят, перед страной стоят, всегда мы добьемся успеха. Вот такой, так сказать, лейтмотивом и завершил он свое выступление. Активисты профсоюзного движения собрались на съезд после 4-летнего перерыва, поэтому неудивительно, что им было о чем поговорить. Российские профсоюзы наделены очень широкими полномочиями по защите человека труда, уточнил Путин. Он рассказал про рост влияния ФНПР и отметил важную роль Шмакова в работе трехсторонней комиссии с участием государства, работодателей и профсоюзников. Более того, продолжит Путин, иногда он даже слишком агрессивно лоббирует интересы трудящихся. Михаил Викторович Шмаков очень многое сделал для того, чтобы роль трехсторонней комиссии возросла. Ведет себя очень активно, иногда даже, мне кажется, очень наступательно.
Вот. Конечно же, отдельного разговора про проблемы в сфере образования не было, обсуждались в общем проблемы профсоюзов. Но главное, по словам председателя Чеченского профсоюза образования, это то, что профсоюзы и работодатель в нынешнее время вовсе не противники. Ну, к профсоюзу как-то привыкли видеть только как защитника, как борца, как требующий только повышения зарплаты, стоящий в стороне от, так сказать, непосредственно производственных или школьных задач. Нет, мы тоже патриоты. Значит, образования. Мы тоже хотим, чтобы и наши дети, и наша школа работала эффективно и качественно. В чем суть наших, так сказать, идей? А в том, что недостаточно сегодня говорить о том, что у нас качество низкое, о том, что еще не везде эффективно работает школа, а в том, чтобы создать условия, чтобы у нас учитель работал добросовестно и качественно. Надо создавать условия. Конечно, прежде всего мы уверены, это речь идет о заработной плате, но и с другой стороны, нам надо принять все меры к тому, чтобы каким-то образом имидж учителя поднять, значит, его авторитет, его влияние, с другой стороны, с тем, чтобы создать ему условия, чтобы он работал творчески и эффективно. В профсоюзе образования наметили серьезные шаги в сфере повышения уровня профессионализма педагогов. В частности, как нам рассказал Хизир Герзелиев, в профсоюзе планируется проведение ряда конференций именно с предметниками, то есть педагогами определенной специальности. У каждого направления есть свои особенности, свои проблемы, и обсуждать их надо тоже отдельно, так их решить будет намного легче. Спросить, ну что нам мешает, коллеги, лучше работать? Что нам мешает эффективно, скажем, работать в тех или иных, так сказать, конкретных направлениях профессиональной работы? Речь идет, еще раз повторяю, о предметниках, о математиках, физиках, химиках, учителях русского языка. Кроме того, мы хотели бы среди них организовать конкурс. Конкурсы, как известно, очень мотивируют, способствуют профессиональному росту начинающих педагогов. Участие в конкурсе помогает молодым педагогам раскрыться профессионально и личностно, показать свое мастерство, обмениваться опытом, ну и к тому же материальная поддержка в виде гранта. В течение года ежемесячно победители будут получать премию 6-7 тысяч рублей. Мало выбрать лучшего педагога, важно еще и показать другим, в чем же его особенность, чем он выделился, поделиться опытом. Для этого профсоюз намерен максимально распространить их опыт всевозможными путями через интернет, телевидение и другие СМИ. Помимо всего перечисленного, планируется еще и конкурс среди студентов, будущих педагогов под девизом «Наш будущий учитель». 10 победителей этого конкурса также получат гранты на ежемесячную премию 5000 рублей в течение года. Такие вот методами, мерами мы хотели бы немножко, так сказать, сдвинуть, так сказать, вот этот разговор о том, что у нас плохо, о том, что у нас недостатков много, сдвинуть с места и начать практическую какую-то работу по тому, чтобы создать условия, чтобы действительно учитель работал эффективно и качественно. Мы вам часто показываем сюжеты о деятельности профсоюзов средних школ и детских садов. Несправедливо позабыты остальные учреждения образования. Сегодня мы восполним пробелы и расскажем о Доме детского творчества Ленинского района. Среда в профсоюзе образования – это выездной день. В этот раз было решено посетить учреждение дополнительного образования, в частности, Дом детского творчества Ленинского района. Сейчас я хочу вам показать как раз работу нашего коллектива. У нас идет кружок, и для нас честь, если вы посетите наших педагогов, пойдете с нами. Начнем. 3-4. Кино идет, воюет звон, далекий год, на пленке старой, нелегкий путь. Что еще чуть-чуть. Занимаемся? Как вам занимается? Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Вот у нас это хоровое исполнение, хоровое исполнение. И сейчас готовятся к конкурсу городскому. Они у нас заняли первое место районом. Вот группа под руководством Марики. Педагог у нас помогала. Продолжайте петь. Мы пока только разучиваем песню, но Ну что, как раз на День защиты хотя бы Отечества. спейте к нам, спейте. Давайте, 3-4. Кино идет, воюет звон, далекий год, на пленке старой, нелегкий путь, еще чуть-чуть. Здесь мы посмотрели
как идет профсоюзная работа. Здесь председатель первичной организации Малика Арсханова, она у нас один из лидеров профсоюзной организации, она очень активно работает, принимает участие во всех наших республиканских мероприятиях. Естественно, придя сюда, посмотрев профсоюзную документацию, мы не смогли остаться в стороне от той работы, которая вообще сейчас в Доме творчества проходит. Мы посмотрели и работу и комиссии, и членов профсоюза, посмотрели, как идет работа у них, обычная, каждодневная работа. И, естественно, здесь мы поделились и впечатлениями, и посоветовали, дали методические и практические советы нашему председателю. Все знают, как цифра 3 пишется? Пишем. Тройка на боку. И теперь у зайца усики, конечно же. В первую очередь надо сказать, что у домов детского творчества нет своих отдельных помещений. Они занимают кабинеты в основном в школах. Дом детского творчества Ленинского района расположился в городской школе номер 7. Здесь дети могут выбрать для себя занятия по душе. Музыку, театральный кружок, рисование и другое. Султан Музаев, теперь уже известный ведущий программы «Спрошу у Султана», идет здесь в кружок рисования «Радуга». Наша Малика сообщила нам, что профсоюз проводит конкурс изобразительного искусства среди учителей. В этом конкурсе я принял участие, получил диплом. Конечно же, было очень приятно. Естественно, как все учителя, мы все находимся под опекой нашей профсоюзной организации. Если возникают вопросы, проблемы какие-нибудь, мы обращаемся к ним. И, конечно же, качество нашей работы зависит от работы наших руководителей. Малика Романовна – опытный руководитель, мудрая женщина, всегда даст добрый совет, всегда поможет, по-человечески, по-свойски, относится к подчиненным как к своим близким родственникам, можно сказать. Поэтому эта опека чувствуется и, конечно же, это влияет на качество нашей работы. Малика Арсханова, председатель первичной организации Дома детского творчества, вот уже 13-й год работает в этой сфере, и 4 из них возглавляют первичку. Работать ей намного сложнее, чем другим профактивистам, так как ее подопечные работают не так близко, как хотелось бы. Их рабочие кабинеты находятся в разных школах района. Да, какие-то трудности у нас бывают, когда мы собираем собрания. Но в любой школе, естественно, у нас есть договоренность с директорами школ. Нам предоставляют помещение для проведения собраний. В этом, в принципе, у нас как таковых проблем не бывает. Коллектив у нас очень дружный, творческий. Естественно, творческие люди, они бывают очень эмоциональные. Поэтому мы сообща и проблемы обсуждаем, но иногда к проблемам тоже подходим с творческим подходом. Поэтому очень легко нам решать проблемы, тем более, что у нас директор, понимающий. Мы люди творческие и проблемам подходим творчески, говорит Малика Романовна. Но проблемы, с которыми им приходится сталкиваться, ничем не отличаются от проблем других членов профсоюза. Например, надбавка молодым педагогам. Как оказалось, она полагается не только тем, у кого есть высшее образование. В последнем собрании мы ознакомливали коллектив с постановлением правительства Чеченской Республики номер 184. Именно в этом постановлении было указано, что пункт 90, я помню, что молодым специалистам надбавка не только за молодым специалистам, у которого высшее образование, среднеспециальное тоже надбавка идет 30%. Естественно, молодые педагоги этого не знали, и они обратились ко мне, и я подошла к директору. Она без проблем решила этот вопрос и даже сделала перерасчет. И у нас педагоги получают 30% доплату. Профсоюзы далее намерен посещать учреждения дополнительного образования, проверять, вся ли документация в порядке, какие заявления поступают от членов профсоюза, возникают ли конфликты в коллективе и давать ценные рекомендации профактивистам. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Давайте посмотрим, с какими вопросами к ним обращаются работники образования. Юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. В отношении меня вынесен судебный приказ о взыскании задолженности за потребленный газ. С указанной в судебном приказе суммой взыскания я не согласна. Что делать в таком случае? Если вы не согласны с судебным приказом, вынесенным в отношении вас о взыскании задолженности, то вам необходимо в 10-дневный срок с момента получения приказа обратиться с письменным возражением к мировому судье.
Данное письменное возражение, поступившее от вас, является для судьи основанием для отмены приказа. И если в дальнейшем заявитель изъявит желание взыскать с вас данную задолженность, то ему уже придется обратиться в суд в исковом производстве. То есть там уже вы можете доказывать свою правоту, предъявлять какие-то документы, основания и разрешить данный спор. При заполнении моей трудовой книжки работодатель допустил ошибку в написании номера приказа. А именно, номер приказа о принятии меня на работу не такой, как в трудовой книге. Как ее можно исправить и кто это должен сделать? Ошибочно внесенную запись в трудовую книгу должен исправить работодатель. А в вашем случае основанием для исправления является книга приказов. На основании книги приказов работодатель делает запись в вашей трудовой книжке в соответствии с ней. У меня, как у педагогического работника, наступило право обратиться за пенсией по выслуге лет. Я подготовила пакет документов и решила подать заявление о назначении пенсии в пенсионный фонд. Однако пакет документов у меня приняли, а заявления нет. Правомерно ли это? Нет, неправомерны. Документы считаются поданными, когда вы получаете расписку о приеме заявления. В случае положительного рассмотрения вашего заявления пенсионный фонд в течение 10 дней информирует вас. А в случае отрицательного рассмотрения вашего заявления пенсионный фонд в течение 5 дней должен вас уведомить об этом. Если у вас также появились вопросы, можете написать письмо профсоюзу. Адрес вы видите на экране. В знаниях наша сила. Под таким девизом в Доме профсоюзов состоялось открытое заседание руководителей кружков духовно-нравственного и правового воспитания первичных профсоюзных организаций учреждений образования Грозненского района. Смотрим сюжет. В числе приглашенных гостей семинара были заместитель председателя профсоюза образования Тамара Эльмурзаева и заведующая учебно-методическим кабинетом Яха Гапуева. На повестку дня семинара кружка были вынесены следующие вопросы. Ознакомление с постановлением об оплате труда работников государственных образовательных организаций Чеченской Республики. Также расчет заработной платы согласно постановлению правительства республики. Тема выплат компенсационно-стимулирующего характера доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, вызвала всплеск эмоций у руководителей кружков. Их основные жалобы и претензии сводились к тому, что заложенный фонд заработной платы не позволяет реализовывать все обозначенные пункты. Мы приглашаем наших учителей, выходные, праздничные дни, демонстрации и так далее. Некоторые идут с неохотой, вы понимаете? А вот пункт 81. Доплата за работу в выходные, нерабочие и праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные, нерабочие и праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. В пределах фонда оплаты труда. А там в двойном размере. Вот если бы нашим работникам, которую мы приглашаем постоянно на мероприятия, директор школы, и на субботники, да, в нерабочее время приглашаем, значит, оплачивали бы наши работники, с большой охотой шли бы на эти мероприятия. Вот поэтому наша задача, чтобы на местах мы предлагали, знания свои в этом показывали, и этих учителей, которые постоянно выручают нас, значит, получили за это достойную оплату. В республике активно развивается гражданское общество. В конференц-зале Дома профсоюзов прошла встреча председателя Совета при главе республики по развитию гражданского общества Тамерлана Алиева со штатными работниками и освобожденными председателями первичных организаций профсоюза образования. Гость подробно рассказал слушателям об этапах развития гражданского общества в стране и в республике. Обратил внимание на некоторые этапы его становления в регионе. На сегодня в Чеченской Республике зарегистрировано более 800 негосударственных организаций, из которых 50 некоммерческие, 173 религиозные, более 200 общественные, а также профсоюзные и другие организации. Это немало, но не так много, чтобы наше общество могло бы этим гордиться, поскольку далеко не все из них активно и действенно работают на заявленном поприще. Особое мнение он высказал о профсоюзах, деятельности которой в стране в целом и в республике в частности уделяется большое внимание. Но и здесь есть простор для усиления роли и значения профсоюзных организаций в развитии гражданского общества. Даже вот когда мы формировали в прошлом году новый состав общественных палат Чеченской Республики, я был руководителем рабочей группы по формированию списка, и мы встретили некое непонимание со стороны некоторых общественников, так называемых чистых общественников, которые говорили, почему в состав общественной палаты включается много представителей профессиональных союзов,
что они как бы и не общественники как таковые. Опять же, мы тогда исходили, значит, и ссылались на те слова президента страны, который говорил, что нам нужно больше внимания уделять именно, значит, союзам. На встрече было отмечено, что при более тесном сотрудничестве гражданских и государственных институтов многие проблемы его современного общества смогут решаться гораздо более успешно, чем на данном этапе. Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром осталось еще много интересного. Но у вас есть шанс увидеть все на сайте ressovet.ru. До новых встреч. Ади Кэлшу.